Здравствуйте, это рубрика «Интервью», и в студии с вами Марина Канадакова. Республиканская филармония имени Чаптыкова в ожидании своего дня рождения. 9 февраля ей исполняется 30 лет. Артисты, не покладая рук и, как говорится, не покладая голоса, готовятся отметить его. И подробнее о том, что ждет слушателей, нам расскажет режиссер-постановщик филармонии Юлия Белогорова. Здравствуйте, Юлия. Знаменательное событие ждет филармонию. Как вы к этому готовитесь? Что это будет за концерт? Кто будет его гвоздем? Расскажите нам. Ой, вы знаете, конечно, это, наверное, самый главный концерт в юбилейном сезоне. Безусловно, мы ко всему сезону подошли очень ответственно, постарались, чтобы каждый концерт был особенным, потому что все-таки 30-й юбилейный сезон. Но день рождения, концерт, филармонии – это, конечно, самое главное, центральное мероприятие юбилейного сезона. И конечно же, все силы абсолютно творческие задействованы. Проходить концерт будет в драмтеатре, потому что мы уже знаем, что вместить всех зрителей в зал филармонии будет просто невозможно. Поэтому это обязательно драмтеатр, это огромная сцена. И симфонический оркестр, ведущие все наши солисты любимые, фольклорные коллективы, Хансин, Ульгер, все солисты, все танцоры, все силы абсолютно задействованы в этом концерте. А что касается, что будет гвоздем, кто будет гвоздем, сказать, наверное, очень трудно, потому что концерт этот важен для всех. Поэтому к подбору номеров подходят все очень ответственно. Мы постарались выбрать самые яркие, самые фееричные, самые настроенческие, самые праздничные номера, чтобы каждый вышел с ощущением счастья и праздника с этого концерта. А как будет отражена 30-летняя история филармонии в подборе номеров? Будут ли приглашены какие-то артисты, которые, скажем, сейчас уже на отдыхе или там занимаются чем-то другим? Да, когда-то выступали. Да, они, безусловно, будут приглашены, они будут в зале. А что касается на сцене истории, то мы это делали на открытии сезона. У нас готовится к выходу буклет. И будет, конечно же, на закрытии сезона, и на юбилейных всех датовых концертах. В частности, на юбилейном концерте ансамбля «Ульгер», который был у нас в декабре месяце. А что касается самой программы, нам хотелось бы просто праздника для себя, для артистов, для зрителей, праздника музыки, праздника эмоций. А все-таки какая музыка будет звучать, какие жанры? Безусловно, фольклор. В исполнении Евгения Улугбашева, Нины Демешевой, группы Хансин, Ульгер вместе с Кюнсузы, Людмила Арыштаева. И, конечно же, это будет классическая музыка, симфонический оркестр, все наши солисты, Зинаида Аршанова, Владимир Терешков, Мария Янгулова. Господи, как бы, чтобы никого не забыть. Артур Марлужоков, Даниил Тарасов. И, конечно же, чуть-чуть эстрады, которую исполнят всеми любимые Ольга Васильева, Олег Гриценко. И симфоническая музыка, классическая. Юлия, я так знаю, что в начале февраля у вас-то не один концерт будет, да? Вы совсем там с размахом все это собираетесь отметить. Расскажите нам, что это за концерты и чему они будут посвящены. И между ними там все-таки больше недели. 1 февраля это традиционный концерт, ежегодный, это день рождения симфонического оркестра. И не откажу себе в удовольствии сказать, потому что для меня это, знаете, такой какой-то знак судьбы, что вместе с днем рождения симфонического оркестра мы всегда поздравляем всеми горячо любимого и уважаемого нашего маэстро, потому что Вячеслава Геннадьевича Инкижекова тоже день рождения 1 февраля. Это прям знаково. И концерт будет традиционный, потому что он хоть и в рамках юбилейного сезона, но он не юбилейный. И он на сцене филармонии. Да, он будет проходить на сцене филармонии. Это будет звучать классическая музыка в исполнении симфонического оркестра. И тот момент, который происходит раз в год, именно на дне рождения симфонического оркестра, музыканты симфонического оркестра выступят в качестве солистов. То есть это будут какие-то произведения сольные в сопровождении своих коллег. Это всегда очень интересно, это всегда очень неожиданно. И это такой подарок поклонникам оркестра. Большой резонанс у слушателей вызвал концерт «Симфония в джинсах». Был настоящий аншлаг. И какова будет судьба этой программы? И вообще ее перспективы и, может быть, развитие? Это же не одноразовый проект. Он изначально задумывался как длительный, перспективный, не абонемент, конечно, но как ежегодный некий концерт. И он
Изначально должен был иметь немножко другую форму. Это должны были быть разные концерты, но оказалось, что нашим зрителям вот эта музыка настолько близка, и она им нужна, и это был просто ошеломительный успех. И мы решили бренд «Симфония в джинсах» закрепить именно за рок-музыкой в исполнении оркестра и солиста филармонии. И он повторяется по настоянию зрителей, даже не по просьбе, по настоянию зрителей. Концерт будет «Симфония в джинсах» будет повторяться 25-27 февраля. После этого мы его убираем. И это будет уже традиционный проект начала декабря каждого года. То есть уже в начале декабря он выйдет обновленный, ну, процентов, я думаю, на 70. То есть какие-то безусловные хиты мы оставим в программе, но он будет обновлен, потому что у зрителей есть пожелания. Нас спрашивают, а почему нет Чайфа, почему нет полковнику никто не пишет, Би-2. И как бы мы это все безусловно учитываем, концерт будет обновляться, потому что, ну, все-таки все, что мы делаем, это мы делаем в первую очередь для наших зрителей. Спасибо, Юлия. И я хотела в завершение узнать. Юбилейный концерт пройдет на сцене драматического театра. А когда у филармонии появится своя сцена и новый концертный зал, о котором, ну, несколько лет подряд говорят власти, что это будет в новом музейно-культурном центре, остается ли этот вопрос на повестке дня? Ну, у нас нет никаких изменений. Не скажу, что мы собираем вещи и сидим на коробках в ожидании, но, тем не менее, в перспективе, да, мы ждем, мы ждем. Я желаю, чтобы это ожидание быстрее закончилось и оправдало все ваши ожидания. Действительно, у филармонии был свой настоящий концертный зал, который когда-то закладывал Хосе Каррерас, не кто-нибудь. Да. Спасибо вам за интервью. До свидания. Всего доброго.